он не совсем завязан на санкции или антисанкции, которые присутствуют. А если говорить о том, что, опять-таки, если вдруг отменят санкции, скакнет мне курс до 50, это достаточно не просто оптимистично, а даже превышает те цифры, потому что 10% от 60, все-таки, простите, это будет 54, там хорошо 52, это в лучшем случае. Поэтому говорить о том, что вот это сильно повлияет на экономику и как-то ее там все единомоментно выправится, нет. Поступление длинных денег – это длинная, нудная история, которая первое, маловероятно, что она произойдет очень быстро, потому что должен быть предмет торга, поэтому осуществляются А вот тут у меня есть словесные Извините, Да. Дмитрий, но Словесные интервенции как раз различных чиновников и осуществляются для того, чтобы покачать, это называется в бизнесе, ситуацию. тут вы сказали о том, какой курс доллара может быть. Хочется все-таки вот теперь спросить у вас, а какой курс доллара лучше для России? Тот высокий курс доллара, который сейчас, то есть слабый рубль для экспортеров, или низкий курс доллара для людей, которые почувствуют себя чуть богаче, придут в магазины и больше купят? Видите ли, дело все в том, что если мы исходили бы в словах «российская экономика», какое-то одно из слов лишнее, потому что либо российская, либо экономика. Потому что если мы будем говорить достаточно четко, то мы должны понимать, что вне зависимости от того, какой будет курс доллара, 27, который мы помним, 32, или он будет 65, для основной массы народонаселения, в общем, особо ничего не поменяется, потому что цены, которые они видят, а мы говорим о простых россиянах, в конечных точках реализации либо товаров, либо услуг, они, в общем, к доллару привязаны, но достаточно опосредованы. Потому что, яркий простой пример, 2 года назад в России было 50 так называемых нетарифных сборов, сейчас их 70. И поэтому даже если пофантазировать, такая так называемая победа сферического коня в вакууме, что курс доллара опустился до 32, но это не означает, что завтра во всех точках общепита, ритейла, одежного, электронного и все остальное, все тут же подешевеет. По причине того, что, например, по последние изменения так называемой кадастровой стоимости по ряду позиций, кадастровая стоимость, это с которой отчисляются налоги на недвижимость, произошло в 70 раз. И, соответственно, сейчас будет попытка поднять плату за систему Платон. То есть можно доллар вообще опустить до 64 копеек, как было при советской власти, но при этом это же не означает, что упадут тут же цены. Поэтому для наших сограждан они являются заложниками, в общем, позиции, когда несколько кланов относятся к стране как к карманному банчку и дальше распределяют доходы. Поэтому курс доллара здесь достаточно вторичен. То есть он, конечно, имеет значение, но его легко компенсировать другими поборами. Спасибо большое. Не стоит преувеличивать. Да. Спасибо большое. Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group в студии «Настоящее время» в Москве.